Эта сказка тоже про мышку, которая хотела всех обхитрить. Она хотела сама ничего не делать, чтобы все делали за нее другие. И вот после того, как ее победила какая-то маленькая муха, она подумала, может, кого-нибудь крупного смогу обмануть, и решила прогуляться в поисках очередной жертвы. И сейчас вы услышите сказку о том, почему у лисы длинный нос, который раньше у нее был короткий, а у мышки ее длинные ушки превратились в короткие. Гуляет мышка и видит, из-под земли торчит чей-то хвост. И говорит про себя: «Это кто там, кто там?» И начала дергать за хвост. Выглянула из этой норы лиса. Посмотрите, какой у нее раньше был смешной короткий нос. Мышка говорит: ой, прости меня, я подумала, что тут грибочек тяну. Знаешь, запасы-то на зиму нужны. Лиса говорит: что ты тут делаешь? Мышка отвечает ей: я ищу себе соседа, чтобы зимой жить по соседству. Зимой очень плохо жить одной. Лиса согласилась: ты права, мышка, давай вместе жить. Мышка немного поколебалась, но решила идти до конца. И начали они жить вместе. Лиса говорит: мышка, такая маленькая, давай хозяйством занимайся, а я буду запасы готовить на зиму. Мышка обрадовалась и про себя подумала: ну вот, как хорошо, хорошо, хорошо. На следующее утро лиса попила чай и пошла добывать еду. А мышка лежит, положила ногу на ногу и поет счастливая: как хорошо для меня, ленивой мышки, нашла все-таки, кто будет за меня искать, находить еду, и все за даром, как радостно. Спит она целыми днями, ничего не делает, запасы зато проедает, кушает лентяйка и кушает. Но как только почувствует, что скоро лиса должна вернуться, и начинает как будто что-то делать, за дровами сходит, печку затопит, чай заварит и кушать приготовит. Конечно, она большую половину сама съедала, а лисе почти ничего не оставалось. Иногда лиса приходила совсем побитая, хныкала, и ни с чем приходила. Редко, когда с хорошей добычей возвращалась. Вот так они и жили до зимы. И вот наступила зима. А мышка все думает: ой, что ж делать-то? У нас запаса совсем мало, мы зиму-то не перезимуем. И дорожку к себе протоптала, и оттуда запасы таскала к себе. И чтобы лиса не заметила, в старые мешки стала заменять еду. То сухой травы нарвет и положит доверху, то землю туда наложит в эти мешки. А лиса заходила, так трогала мешки, полные, и довольная уходила. Однажды лиса говорит: я завтра, мышка, пойду все-таки, наверное, в последний раз за добычей. Пропитания-то уже на улице и нет, уже холодно, и вообще ничего уже больше не найти. И мышка согласилась: конечно, ну ладно. И сама думает: пора уходить.
уходить от нее и убежала к себе. Все остатки запасов забрала с собой, она же жила рядом, тут, близко. На этот раз лиса пришла вся побитая, вся злая. Ай, все болит. Ай, Боже, пришла, а мышки нет. Думает, подожду ее. Никуда не пойду, на поиски еды хватит. Будем жить, чай пить с мышкой и рассказывать друг другу сказки. Запасы уж-то я набрала. Пошла в кладовую, там на месте все вроде. Довольная вернулась к себе, решила, пока ждет мышку, раны свои залечить. Сидит, зализывает их и поет. Я побитая лиса, я пришла издалека, домой пришла, ничего нету. Эта мышка ничего не приготовила, ни поесть, ни попить. И она пела таким плачевным, грустным голосом. И вдруг заметила, что вещей мышкиных нет. Лиса пошла в кладовую, чтобы поесть, хоть чего-нибудь из запасов. Открыла один из мешков, а там одна трава, в другом мешке земля. И больше ничего нет. Она так рассердилась, что даже не знала, что ей делать. Выбежала из норы и давай кричать: «Мышка, я тебя сейчас поймаю! Слышишь? Съем тебя, съем!» И она побежала по протоптанной дорожке мышки и нашла ее нору. И начала копать ее. Копает, носом копает, никак не может залезть в эту нору. Нос у лисы становился все длиннее, а у мышки уши стали маленькими. От крика лисы она своими когтями уши-то и закрывала. Где она когтями держала ушки, они у нее оторвались и стали у нее маленькие. И вот с тех пор у мышки уши маленькими стали, а лиса с длинным носом осталась, потому что все время до сих пор землю копает, все ищет мышку.